Мы сегодня встречаемся с главами поселений Усть-Куйга и город Нюрба. Варвара Валерьевна Сергеева и Александр Игнатьевич Иванов. Сколько населения в Нюрбе? 10 тысяч официально. У вас? 600. И вот мы хотели поговорить. В Ултумане было совещание. То есть 28-го в течение почти 5 часов шел в Ултумане круглый стол по вопросам органов местного самоуправления, да, по всем поднятым проблемам. Я бы словами, конечно, начал Михаила Ефимовича, который сказал, что надо работать, работать и еще раз работать. Но вот я более конкретно скажу, вот мы пересматриваем сегодня все дотации, которые даются нашим государственным предприятиям. Вы представляете, многие из них просто сегодня сидели, никаким менеджментом не занимаются. Огромные средства мы выделяем на содержание. Огромные средства мы пускаем на завоз, который логистически где-то, может быть, не проработан или не сделан. Сегодня мы меняем политику экономии средств, потому что даем возможность бизнесу выходить вперед. Государственные предприятия, вот готовы мы сегодня, почему готовим пакет по приватизации, надо сегодня оставлять минимальное количество акций и давать бизнесу заниматься этим делом. Вот представьте себе, удивляешься на многих чиновников, которые вот занимаются государственными предприятиями. То есть не считают деньги, не смотрят. Все приходят, как будто здесь печатный станок в республике и печатают эти деньги. Нет. Вот сейчас учим, показываем, доказываем, денег не дадим. Говорим, работайте, учитесь зарабатывать деньги. Поэтому вот основная ситуация, это вот первое, что мы где пересматриваем. Ну, вторая, конечно, это привлечение сегодня капитала в республику. Нам очень важно сегодня научиться делать рентабельный, высокорентабельный, я даже бы сказал, продукт внутри республики. Потому что мы вывозим отсюда все ресурсы. И на наших ресурсах зарабатывают все, кому не лень. А мы просто сидим и раздаем. И у нас весь наш бюджет отсюда вывозится. Он не остается. Слава Богу, вот мы вкладываем в наших людей, в наших жителей, то, что создаем, даем им возможность создать хозяйство, увеличить это хозяйство. Но для увеличения этого хозяйства, вот я еще раз говорю, у нас на скалах бананы не растут. Нам нужно сегодня поддержка людям, давать возможность вести комбикорма, чтобы внутри дома было хозяйство индивидуальное, поддержка. Потому что тогда, когда есть у него сегодня на что жить, мясо, пшеница и так далее, он никуда не уедет. Он всегда будет здесь работать, потому что, еще раз говорю, жители здесь трудолюбивые. И постепенно мы создадим нормальный кластер сельскохозяйственный, который даст возможность подняться. А промышленность в сочетании с экологией мы дадим возможность, чтобы не только Алроса сегодня делала доходную часть, а еще ряд, возьмем вот модно сейчас водород. Из нашего газа сегодня можно делать водород. Фирма Kawasaki сегодня разработала завод, готова сюда к нам прийти. Возят водород в Японию из Австралии. Пожалуйста, почему нам не сделать это? Почему мы этот газ отсюда вывозим и везем, продаем за 3 копейки, когда можно сегодня продавать дороже и так далее. Вывозим кокс, который сегодня в металлургии можно использовать. И металл нам нужен. Посмотрите, сколько дорог надо сделать, мостовых переходов. Сами будем делать железо, сами будем мосты делать. Уже будем зарабатывать и будем счастливы. И доходная часть появится. Вот я тоже в 2 словах ответил. Правильно одни из выступающих сказали, что экономическая ситуация, безусловно, влияет на пополнение доходной части бюджета. Но, работая над стабилизацией налоговых методов, мы неустанно, кстати, работаем над привлечением средств федерального бюджета на субсидии, на субвенции. Субсидии, особенно капитального характера, развития
А ведь все эти объекты строятся, реализуются, дороги и так далее на территории же муниципальных поселений, правильно? Да, в рамках исполнения полномочий субъектов федерации, но на территории нашей республики. Увеличивая, в прошлом году беспрецедентное количество было построено автомобилей на 540 километров. Автомобилей было. Федеральных, республиканских, местных значений. В этом году планируется введение 20 школ. В прошлом году говорили, это планы не инвестиционной программы, когда вот представляли, это все развитие. Я бы сказал, что и участие в развитии было внесено предложением развития программы поддержки местных инициатив. Ежегодно по 500 миллионов. За эти 3 всего лишь года было выделено порядка 2 миллиардов 100 миллионов. Было реализовано 1500 проектов, выбранных нашими жителями в поселениях с собственным голосованием. На 2020, когда выделяются субсидии именно по выбору самого местного населения. Это тоже развитие. Это благоустройство поселений, и летних водопроводов, и центрального отопления, и уличного освещения. То, что предлагают жители и главы муниципальных поселений оформляют. Ежегодно участвуют, и среди вас есть те, кто участвует. Да, есть среди вас и те, которые пропустили 2020 год, не участвовали, например. Но большинство участвует. Но в этом году мы получили на 2021 год, как обычно, активное обсуждение. 437 заявок, проектов реального дела на поселении. На сумму 999 миллионов рублей. И там присутствует и участие не только софинансирования граждан, не обязательно, это и участие нетрудовым способом, и участие в бизнесе. Вот реальный результат вашей работы, вашего населения. Вы же представите заявки 478 заявок сейчас от 320 муниципальных поселений, в том числе, я надеюсь, тех глав, которые принимают участие. Это направленное развитие с помощью субсидий программ поддержки в 11 рублей дополнительно. Я уж не говорю, вся инвестиционная программа направлена на развитие объектов инфраструктуры на территории наших поселений. Для этого мы ежегодно и проводим анализ по обращениям муниципальных районов. И в первую очередь, конечно, сейчас мы уже обращаемся к 11 районов, так? Они нам должны представить, как и обычно в правилах этого постановления есть, и мы муниципальные главы районов знают об этом. Они представляют расходы, мы смотрим, сколько получили доходов, правильно ли получили доходы, сколько получили на вход, на коммунальные, на прочее, видим. И если действительно это реальная разница, не касается, вот тогда и выделяется с власти такие правила постановления правительства, безусловно. Полным ли они объемы будут, это будет известно после анализа. Когда объективный анализ произведен, я могу просто обратиться к главам муниципальных районов, которые могут сказать, как они обращались, как они защищали, получили они поддержку или нет. Вы можете узнать это направление. Насколько объективно это рассматривается. Спасибо. Да, вопрос исключительно сложный. Но, как сегодня сказали, 17 раз Министерство финансов рассматривало. И разговор, спор продолжается. Вот недавно был опубликован отчет Министерства перед правительством. Было сказано по всем позициям обнадеживающие данные оглашены. Это радует. Но с другой стороны, вот доверие правительству, исполнительной власти, все же не такая уж большая. Чуть больше половины населения. Это очень настораживает. Я вот, когда председатель правительства проводил специальное совещание с главой администрации по данному вопросу, я свое видение высказал. Думаю, если вы на вооружение ряд замечаний, пожеланий не примете, то положение останется и впредь тяжелым. Вот по данным, по итогам 2020 года безработных официально 31 тысяча в республике. Но неофициально обычно удваивается. Это 60 тысяч.
По итогам 2019 года, по итогам 2020 года еще не вышло, у нас проживающие ниже прожиточного минимума было порядка 180 тысяч населения. Вот прибавьте, это практически 220 тысяч. 1/5 часть населения живут очень бедно. Нет подобающей работы. А республика идет к столетию своему образованию. Осталось совсем немного времени, практически год. Что мы будем рапортовать? Что мы сделали для своего народа, получив право автономии, потом республики, создав колоссальный экономический потенциал республики. Ради чего мы создали все это? Ради благополучия людей, наверное. В чем все же причина? Вот с 240 миллиардов бюджета в виде дотаций, выравнивания и так далее улусам выдается где-то порядка 45 миллиардов. Остальные 200 миллиардов остаются в Якутске в централизованном порядке. Это огромные суммы же ведь. Я должен сказать, огромная диспропорция. С таким балансом, с такой структурой никогда вы не поднимете республику. Никогда. Отдельными объектами вопрос не решается. А наша задача решить проблемы людей. А люди не в министерствах расположены, а в муниципальных образованиях живут. Там находятся. Вот по новой методике, да, то, что все-таки она создана же вами, что создается единая база, равные условия, соответственно, вот по вашей методике, все-таки вот это ручное управление будет уменьшено, как вы думаете, не 74 будет, а как-то вот все-таки наверняка будут какие-то улучшения? Или же все-таки главам надо будет ходить к вам, обивать пороги, доказывать, что им деньги нужны? Я упоминал, что у нас существует постановление правительства Республики Саха-Якутия, оно обновлено от 16 марта 2020 года, оно всегда было номер 42, о выделении дотаций на сбалансированность в муниципальном районе. Это инструмент настройки. Если мы почти 31 миллиард по методике распределяем, то сейчас, вот в прошлом году 480 миллионов, сейчас 380 миллионов. Это инструмент настройки для того, чтобы на основе анализа. И, конечно же, главы муниципальных образований, являющиеся муниципальными служащими, они исполняют свою работу. В рамках вот этого постановления предоставляют документы, они не обивают пороги. Они направляют, тем более в 2020 году, посмотрите, какие там пороги. Для этого есть информация, они в электронном виде с помощью своих финансовых направляют все материалы, документы. Наши оперативно рассматривают. Это тот инструмент настройки. Конечно, в прошлом году их больше было, 74 поселения муниципальных в пандемийный год. Но это все у нас все достаточно, слава богу, Министерство инноваций у нас достаточно активно развивает, работает. Вот, в электронном документообороте мы уже все настроены, в том числе и главы поселений. А и с помощью финансовых органов. Это же работа. Это истинная, ежедневная работа муниципальных служащих, избранных для службы на замещении должностей. И это совершенно нормальная, активная позиция, рабочая, абсолютно. Абсолютно рабочая позиция. Вот бюджеты. Что такое бюджет? В вашем понимании бюджет – это содержание социальной сферы. А где бюджет развития? Бюджет развития в руках правительства в централизованном порядке. Вот огромная армия муниципалитетов, порядка 400 с лишним, вот тыкается-мыкается. С одной стороны, огромное удорожание идет, продовольствие дороже становится, услуги дороже становятся, энергоресурсы дороже становятся. Где эта тяжесть накладывается? Муниципалитетов,
С другой стороны, министерству все передано, эти полномочия. Они что делают? Пытаются решать, но не получается. Поэтому первая задача перед Ельтуменом и перед правительством – децентрализовать финансовые ресурсы. То, что положено муниципалитетам, надо отдать. И строго контролировать, строго спрашивать. Это функция правительства и министерства ведомств. Второе. Все же людям дать возможность работать. Возможность. А для этого бюджет развития должен быть в муниципалитетах. Пусть в первых порах в районном звене, в районном муниципалитете будет. Простой пример. Вот развить скороспелые отрасли усадебных хозяйств. Проблема. Там цена-то гулькин нос. Ни у кого нет денег. Ни в муниципалитете районном, ни в низовом звене муниципалитете. Или, говорите, участвуете в проектах. А проекты там хотят 2%. Должно быть финансовые ресурсы муниципалитетов. И того нету. Не говоря, как надо проектировать. Экспертизу проходить. И так далее. За счет чего они будут делать? Вот поэтому я больше, потому что наше заседание очень затянулось, вы упор делаете на децентрализацию финансовых ресурсов и создание, понимаете, бюджет развития на муниципальном уровне. Только тогда мы поправим, и только тогда мы поможем людям. Спасибо. Конечно, нам очень понятна та тревога, которой главы муниципальных образований сегодня выступают. И, честно говоря, выслушав особенно тот тезис о том, что так мало средств наша республика получила из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, это, конечно, очень меня удручило. Вот и в связи с этим я вот хотела бы обратить ваше внимание, Михаил Дмитриевич, да, и прошу это занести в протокол, чтобы сегодня абсолютно я не вижу роли места нашего Министерства экономического развития. Правы главы муниципалитетов, что мы должны работать на развитие. И вот Андрей Владимирович тоже на это сделал упор, что мы должны работать все-таки на развитие. Сегодня, выслушав внимательно все выступления глав муниципалитетов и ответы Валерия Алексеевича, но Валерий Алексеевич отвечает в пределах своих полномочий, в пределах такого закона, который мы приняли, в пределах тех постановлений правительства, которые ими принято. Поэтому сегодня я бы хотела предложить включить протокол, заслушать отчет Министерства экономического развития в части того, вот в прошлом году мы с таким помпой приняли, программу социально-экономического развития республики аж до 30-го года там или какого-то ли года, да? Вообще, какую роль и место занимают наши муниципалитеты в наших мега красивых отчетах и программах нашего Министерства экономического развития? Такое ощущение, что наше Минэкономразвитие живет на Луне, там какой-то параллельной жизнью. На самом деле республика же состоит из муниципалитета, улусы состоят из наслегов, а на слегах живут люди, которые ждут от правительства каких-то ответных шагов. Конечно, вот прошлый год пандемический нас о многом заставил задуматься. Заставил задуматься прежде всего о том, что мы должны дорожить нашими первичными звеньями организации, самоорганизации населения. Это муниципалитеты, это наследие. Наследие – это основа нашей республики. Конкретно в вопросах развития наследов, в том числе и Вилюйская группа, которая у нас, скажем, имеет абсолютно свой путь развития, Заречная группа районов, самая большая, многочисленная, а также, конечно, отдельным, абсолютно особенным местом стоят у нас Арктика, арктические улусы, арктические наследия наши, в которых тоже люди живут.
Поэтому вот, Михаил Дмитриевич, прошу занести вот в протокол о том, чтобы заслушать в ближайшее время, потому что тянуть невозможно. Пока можно что-то исправить, нужно срочно заслушать наше Министерство экономического развития, это раз. Во-вторых, все-таки заслушать отдельное Министерство сельского хозяйства. Как так получилось? Развитие сельских территорий – это одна из мега больших программ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. И получить из этих многомиллиардной программы на такую большую территорию нашей 40 миллионов, но я считаю, что по кому-то, вот, по структурам, которые за эту программу отвечали, должны быть сделаны абсолютно какие-то выводы. И надо на этом настаивать, потому что такие вещи прощать нельзя. А больше всего я считаю, что наше Министерство экономического развития должно вообще поставить на должный уровень работу, чтобы получить как можно больше денег из многочисленных федеральных программ и в социальной сфере, и в сфере экономики и так далее. Абсолютно этой работы мы не видим. Вот, обязательно, Михаил Ильич, включите, пожалуйста, это, да? Ну и пользуясь случаем, конечно, если тот закон, который мы в ноябре месяце приняли, за него проголосовали, но я не знаю, я вообще-то городской депутат, да, я думаю, что все-таки, наверное, мои коллеги из улусов, депутаты, как-то со своими избирателями, наследниками, улусами работали в ходе принятия этого закона, как-то освещали или советовались, консультировались. Вообще нужно вот этот институт консультирования, экспертных каких-то совещаний перед принятием судьбоносных законов надо пересмотреть. Петр Васильевич, вы участвуете же у нас вот в круглом столе же, я видела, вы есть спикер нашего парламента. Нужно да, нам есть. эту работу как-то, видимо, на должный уровень поднять, чтобы перед принятием судьбоносных законов были консультации с местными муниципалитетами, если это их вопросы касаются. И, конечно же, если этот закон столько внес беспокойство, и, значит, наши муниципалитеты чувствуют, что этот закон был принят либо не так, либо не в такой форме, я от имени своих коллег, от себя лично приношу свои извинения. Потому что если это настолько муниципалитет взбудоражило, вот сидит в зуме больше 100 человек, я видела, участвовала, значит, что-то мы сделали не так. Вот, коллеги, депутаты, нам нужно об этом крепко подумать. Спасибо за внимание. Насколько мы верно поняли, это мероприятие не было запланировано в Вилтумене, оно как бы инициировано вот вашими обращениями, вашими инициативами, да, более 100 глав собирались, да, и просили созвать внеочередной съезд, ставили два вопроса, как мы поняли, это по методике, по финансированию все проблемы и по стажу, по заработной плате муниципальных служащих, верно? И что в итоге, вот 5 часов обсуждали, что предложили, к чему пришли, хотели узнать. Мы, когда я в своем инстаграме писал, то, что мы хотели совсем другое, да, не такое вот расширенное заседание, когда все профильные комитеты будут, и будет такое обсуждение, когда вот 2 часа подряд расспросы министра финансов будут. Мы такого вообще не ожидали. Мы думали, что у нас будет стол, круглый стол, где будут сидеть, скажем так, руководители, региональные руководители, которые с нами будут обсуждать вот так, как диалог, скажем, да. Мы ставим вопрос, они отвечают и принимаем какое-то решение в протоколе. А получилось то, что там как сессия пошла, все выступали и высказались, да, ну, у нас тоже такой вопрос, и в итоге что? Да, ну, рекомендации, что эта рекомендация даст? Изменения в законе все-таки будут или нет? Да. Или же, или мы просто поговорили красиво, там, на картинку. Да, на картинку и ушли. Но сейчас, смотрите, в любом случае мы то, что собрались, это хорошо. Это вот самое то, что мы добились, самое первое, да, это то, что мы услышаны, и услышаны на очень высоком уровне. Озвучены проблемы на уровне поселений, а не районов, как обычно, да, или министерств, там, или федерации. Сейчас у нас все очень большие проблемы затрагивают там развитие республики, но республика состоит из маленьких вот этих точек, из поселений. Вот, и наше чаяние, то, что мы озвучили, хотя бы услышаны. У нас все это мирно, спокойно, и если бы было как-то по-другому и нас не услышали, в принципе, я думаю, что эту встречу невозможно было организовать. Потому что и Агип навстречу идет, и Илтумен, то есть везде, где надо, все договоренности. Но мы понимаем, что период пандемии,
Необходимо все, мы в администрациях-то у себя установили по предварительной записи приема, несмотря на то, что у нас мало. А здесь-то, естественно, должны быть беспрецедентные меры безопасности. Смотрите, вот в поселениях очень просто. В поселениях своих доходов нет. Ну, там, ну, как бы, откуда? Земельный налог? Ну, земельный налог там 100 тысяч, 200 тысяч или там, ну, от численности. Но если у тебя бюджет, ну, скажем, 20 миллионов, ну, 100 тысяч, 200 тысяч, это, ну, 1% может быть, да, вот. И все остальное это дотация. Вот то, что сверху дает Минфин. А почему он не зарабатывает? Потому что вот бюджетный кодекс и налоговый кодекс у нас такие. Вот у него есть земельный налог. Даже не из аренды, вот земельный участок у него есть, а из аренды он не может 100% взять. Нет, аренду забираем. Нет, не 100% вы не забираете. 50% в районе остается. Аренда вся наша. Нет, ну если только ваша собственность. Наша собственность. А у нас получается в Нюрбе 50 миллионов мы сами зарабатываем, а 50 миллионов нам сверху дают. Вот так. И раньше как было, да, вот если вне бюджетка идет, вот налоговые доходы идут, это понятно, увеличивается, там на это сокращается. А когда у тебя вне бюджетно, вот у меня есть имущество, скажем, да, вот, ну, помещение, если я сдаю в аренду, получается, например, в год 1,5 миллиона. И вот по этой методике, сейчас я вот, когда свою показываю потенциал, то, что увеличивается, они на эту сумму мне дотацию уменьшаются. Да. Тогда какой резон мне сейчас вот, тратить деньги, опять же, бюджетные деньги, вот эти имущества, во-первых, регистрировать, да, вот их приводить в порядок, ну, чтобы потом... Да, время содержания. Да, рентабельность увеличивать этих объектов, если меня вот на эту же сумму отнимут. Это было бы эффективно, если у меня 98% мои были, да, скажем, свой доход, а 2% дотации. Да, я вдавил бы до 2% и, ну, отмахнулся бы от Минфина, сказал, ну, все это мои деньги, как Мирный делает. У Мирного, города Мирного, хотя 3 раза больше нас, у него бюджет миллиард, а у меня 100 миллионов. Сейчас я скажу, из чего состоит этот 100 миллионов. 41 миллион – это содержание культуры. Дома культуры, ну, считайте, добрая половина, да? 15 миллионов, 16, содержание только наш по нормативам, вот. Плюс к этому содержание вот этих службы эксплуатации городского хозяйства, вот эти 27 миллионов ушло. Вот остаток, ну, 10 с чем-то, там, 20 миллионов, вот это пошло все вот по нормативке, там, проекты, так, вот это, освещение платить, да, благоустройство, вот это пошло, и в конце концов, как бы на развитие, вот, мы в прошлом году ни сантиметр дорог не сделали. Потому что в дорожном фонде у нас 1 300 000 заложено, как я уже говорил. Это вот, у нас есть КАМАЗ, трактора, мы только закупили, мы еще мусор на себя взяли, когда вот с этим мусорным законом. Только на солярку мы потратили 7 миллионов. Только на солярку. Хорошо, что мой СГХ начал сам зарабатывать, да, бюджетные деньги. Вот 7 миллионов он же заработал на этом. Получается, мы чуть-чуть вот как-то тянемся. Но это не благодаря им. Это благодаря нам, потому что мы, не то что нас режут, все равно мы сами начинаем зарабатывать. Вот сейчас, если они еще на подведомстве моей организации пойдут, на их внебюджетку, да, вот оказывается, есть организации, давайте у них тоже доход есть, давайте мы на эту сумму тоже вас урежем. А сейчас они дойдут, если в мою уже режут, тогда и там тоже могут резать. Тогда мы вообще можем чемоданчик собрать и уйти. Александр, он же в городе все-таки, а мы-то глубоко дотационные, не 50%. Из тех 30, на этот год у нас утвердили, значит, в окончательном чтении депутаты 34 миллиона. Из них 7-8 почти культура. 10 заработная плата, там налоги, коммуналка. 3 миллиона мы только отдаем теплоэнергосервису, отопление наше, администрация. Зарплата, налоги, ну то, о чем говорил, и сколько по общему итогу остается. А не сколько. Фонд капитального ремонта необходимо заплатить, потому что все дома муниципальные. Ну, 8 квартир приватизированных, я не считаю, что это прям большой процент собственников. Из 450, там, грубо говоря, квартир. Все наше. Все и бесконечные. Туда, там штраф заплатить, там заплатить, да, там кстати, неправильно сделать. Штрафных-то тоже очень много санкций. Хотите сказать, Варвара, что на соблюдение законности, наши законы федеральные поменялись, а на соблюдение законности денег нет? Нет. Получается, нет, но можно, конечно, есть выход из этой ситуации. Есть выход, есть смысл писать письма
отвечать, запрос, просить, спрашивать, просить разъяснить. И таким образом считается, что ты вроде как не то что выполнил, но по крайней мере попытался обязанность свою выполнить по исполнению закона, но в силу финансовой несостоятельности не смог этого сделать. Тогда вроде как можно отмахаться от больших штрафов. Но тем не менее это не дает. Мы же пошли на эту должность не для того, чтобы отмахиваться от надзорных органов. Мы пошли для того, чтобы представлять население, чтобы работать с людьми, чтобы думать о том, как дальше, а некогда думать. Вот на сегодняшний день, сколько у нас? У нас месяц не закончился первый. У меня входящих, у нас электронный документооборот. Я вечером сажусь, и вчера я до часу, наверное, ночи расписывала людям, по ЭСЭДу вот этот электронный документооборот, расставляла исполнителей бумажек и 80 входящих документов уже. Это, подождите, вот из этих 80 сколько бумажек из вашего населения? Все сверху, все с Якутска. Только с Якутска? Да, с Якутска и район. С нашего, из обращений граждан, обращения отдельно регистрируются. Нет, я имел в виду, если поселение брать, сколько по нуждам поселения обращений, да? И сколько все оттуда. Это все 8? И на все надо отвечать? Да, конечно, хотя бы сказать, не имеем, не будем участвовать. Я пишу одно и то же 10 раз. Один адресат, второй адресат, да, третий, четвертый. Товарищи, давайте единообразие. У нас из района бывает один и тот же запрос, который отписали разным службам, они все нам пришлют. И все свои эти поставят, мы должны эту таблицу. Сроки. Например, сроки, это понятно, сроки должны вчера сделать. Вот с прокуратурой очень удобно в этом отношении работать. У прокуратуры есть требования 10 дней, представление 30 дней. Будьте добры, исполните. По крайней мере, у нас мы так работаем. С администрациями и с исполнительными органами это же невозможно. Сегодня мы вечером присылаем, завтра до 12 рабочего дня. Алло, гараж, так а у нас скорость интернета. Ваше письмо, которое вы вечером отправили, оно же все фиксируется. Оно к нам, может быть, мы его открыли в 10 утра, а скачать смогли в 12, когда вам должны ответ. Не отвечая, будем обращаться. И обращаются такие же в надзорные органы за неисполнение вот этих сроков. Непонятно. Одна сторона медали, да? Да. Такой вопрос на круглом столе. Вот это не бюджетка меня очень напрочь убила. Не бюджетка? Да. О каких-то конкурсах говорят. Я только сижу и думаю, в чем может участвовать, я что-то не помню. Мы участвовали в 2017 году, закончили свое участие. Вот эти 4,5 миллиона мы получали на благоустройство. Очень хорошим подспорьем, не очень прям большим, но тот миллион, который выделяли городским поселениям, по крайней мере, я могла запланировать, но он шел чисто благоустройство. С этими деньгами мы полностью все фонари уличные заменили на светодиодные, то есть ушли ДРЛ-ки-то, это же вообще ужас. Я пришла в 2016 году в поселок, везде ДРЛ-ки, это же 400 ватт. Это вообще уму непостижимо. Мы сейчас где-то появляется, где-то, может, пропустили, там висит. Разбей ее просто. Туда 2500 залез, чтобы электрик надо заплатить, подъем на стол. И еще поменял. Еще сколько-то денег. В общем итоге 5000. Возьми камень, разбей, я не знаю. Зачем она нужна? Она здесь не нужна, ДРЛ-ка. Там, где надо, мы осветили. Так скажем. И социальных гарантий. Да, социальных гарантий, да, для глав поселений, так скажем. Это было от того, что действительно это дело такое аховое, или же что-то другое? Как я сказала в своем выступлении, мы находимся в публично-трудовых отношениях. Нас непонятно, нас статус социально-правовой вообще не внятен. То ли мы регулируемся нормами трудового права. Нет, закон же говорит, нет. Спецзаконы для вас действуют. Спецзаконы потом говорят, нет, вы нормами трудового. Есть же прецеденты и практика Верховного суда республики, что вся деятельность нормами Трудового кодекса.
Ну, а как же быть? Это же несправедливо, да? Если я как руководитель, вот если брать по отпускам, начнем от яйца, да, как все это. Я как руководитель, вот у нас по спецзакону о социальных гарантиях был 45 календарных дней отпуск, ну, к нему прибавлялся 24, это крайний север, у кого-то 21, наверное, да? Приравненные, которые к РКС. И 10 дней у нас было ненормированный рабочий день. Вот это складывался 79 дней у нас, 81 день у глав районов. Мы гуляли, ну, прав был там председатель районного совета. Мы этот отпуск никогда не отгуливаем. Да. Ну куда ж, кто ж уедет? Почти на 3 месяца собрались и уехали. Да там все сердце разорвется в лохмотье. Там вот так отпуск проходит. Вот так. А учитывая разницу во времени, в 5 утра начинается рабочий день в отпуске. И получается, что у нас вот 28. Очень интересно, откуда взялась такая цифра? Мне говорят, трудовой кодекс, товарищи, ну вы же сказали, мы спецзаконом регулируемся. Каким? 28 это трудовой кодекс. В законе о муниципальной службе 30 календарных дней. И России, и республики. Объясните, откуда 28 появилось? Возможно, мы согласимся. Нам не просто надо вот кинуть кость. Мы привели в соответствие с федеральным законодательством. Мы хотим, чтобы объяснили, почему 28. У моих служащих, которым я приказ подписываю 30 календарных дней, а у меня 28. Где престиж руководителя? Вот в этом же вопрос принципиально, не в то, что там в деньгах или что-то. Мы найдем, как себе съездить, если вдруг захочется отдохнуть, да? Больничный там, я не знаю. Я вот ни разу за 5 лет больничный не брала. Даже не знаю сейчас, как он рассчитывается. Ну, вот если брать вот это обществознание, да, школьного курса. Когда я работала в школе, я детям объясняла. 4 сферы общественной жизни. В политику давай мы с вами в 10 классе, в 11 рассмотрим. Для 8 достаточно. Экономика, базис. Нет денег, нет ничего. Ну, по-простому. Социалка и духовная. Куда делись? Почему мы только... Деньги – это всегда экономика. А социалка-то почему в стагнацию уходит? Мне непонятно. Мы же не все за деньги делаем. Мы вообще делаем все бесплатно у нас в муниципалитете на самом деле. Что бы ни взялись, вы нам должны. То есть народу-то без разницы. Дали мне денег, не дали мне денег. Он говорит, написали же. Отдайте. Не отдали? Алло, прокуратура, мы ищем таланты, да? И все, вот оно вот цепляется одно за одно. Нет разве? Да. Поэтому, если вот мы со своей стороны, как главы, свои интересы не защитим, то грош нам цена как главам. Мы не сможем защитить никого. И когда будут убивать там и лишать денег нашего жителя, за которого мы взяли на себя ответственность, естественно, мы себя-то не смогли защитить. Вот и все. Вот в этом весе. И здесь нет вообще меркантильного никакого интереса. Дни. Пенсия то же самое. У нас есть ограничения, запреты. Будьте добры, отдайте нам повышенные гарантии. И это не должно зависеть от того, 100 лет мне, когда я пошла на пенсию, главой работаю, ничего не соображаю, но работаю. И уже в деменции давным-давно. И 18 мне лет, правильно? 21 по закону с главу можно баллотироваться. 30 мне лет. Какую зависимость? У нас одинаковые ограничения и запреты. Какая зависимость? Я в 35 ушел и освободил место молодым. И до 100 лет доработал. Все должны понимать, единицы людей, которые... 4 созыва, кто-то говорил, 4 срока. 4 срока. Это вот Сунтарский председатель КСП. Она же все просчитала. Ксения Прокопьевна. Молодец такая вообще, прям мне назвали же великолепным, да, выступление. Все просчитала. И по общему итогу, если говорить о гарантиях, пенсия главы, даже отработавшего 4 срока, она в 2 раза меньше его заместителя. По сути. В денежном эквиваленте. То есть, грубо, доплата главы максимальная 23 тысячи. На сегодняшний день, конечно, если базовая будет меняться, то там другое будет соотношение. Пенсия, доплата главы ушедшего, отработавшего там 4 срока подряд, больше 15 лет, 23 тысячи максимально. А как бы в законе есть, просто
Юриспруденция это же казуистика вообще. Вот так. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Можно так сказать, а можно так. На самом деле федеральный законодатель же не ограничивает, допустим, размер социальных гарантий. Это же совместное видение субъекта и федералов. И где есть совместное видение, то там, если лучше, то можно. Если хуже, то нельзя. Так ведь? Ну, у нас почему-то решили, что как в законе написано. Нет же. Если лучше, если улучшает положение, то можно же. Это же... Что, депутаты будут? Что они вам сказали на этом заседании? Пока продляют. По итогам вот этого по обсуждения. итогам же, что будет Еще обсуждать пересмотр. будем. Обсуждать будем. Это же первое чтение. Для того сроки продлятся. Сроки были маленькие. Гоголев в самом начале, Петр Васильевич сказал, что будем готовы продлить срок обсуждения этого законопроекта. Потому и приняли в первом чтении. Между первым и вторым, да? Да. Там же месяц у них, 30 дней между первым и вторым чтением. Они и так уже продлили до 15 февраля. Но так как вот это еще готовы дальше продлить. Ведь вы алмазная провинция, вы арктический район. Почему все так плохо? То есть это все вот то, что власти там принимают решение, оно доходит или нет? Я вот этого понять не могу. Давайте по Нюрбе, да? Вопрос же был по бюджету развития. Вы говорили бюджет существования, бюджет развития. Вот как Варвара сказала, вот мы раскидали все эти наши деньги, которые в бюджете заложены, и все, у нас как бы не остается ничего. Это как бы содержание, вот эти налоги, вот эти перечисления, вот эти, как она уже сказала, да. Как Михаил Ефимович сказал, чтобы развитие быть, сейчас по закону всегда требуются и проекты, и экспертизы, вот это все делается. А она где-то как минимум 2 миллиона стоит, например, один проект. Ты смотря с чего? Да, такой более-менее 50. Более-менее нормальный проект стоит. А еще вообще развитие это что? Развитие это надо развивать, это строить надо. Это вообще строительство само по себе. Это строительство, это улучшение. Например, в городе, чтобы мы в 97 году стали городом. Вообще статус города. Когда Покровские нас объявляли городом, и нам обещали, что отдельный закон по этим 2 городам, и они должны развиваться ударными темпами, и вот из поселка городского типа, так и деревяшек, стать городом, сказкой. Видимо, что-то не пошло не так, но 25 лет, вот сейчас в 22 году, у нас будет 25 лет, как города. И у меня до сих пор люди говорят, что, а давайте мы вернемся в статус села, там же больше, лучше, там налоги поменьше, там давайте вернемся, говорит. А не должно быть так. А нас каждый год... Шаг обратно. Да, шаг обратно. Назад. Должно же быть так, у меня должно хватать средств и планов на будущее, да, например, на 10 лет, на 5 лет, и заложенных туда средств, сказать, в этом году мы делаем вот это. Вот эту улицу берем, все это дело, как в Татарстане я видел, муслимов, вот берем, вот это все сносимся, дорогу асфальтовую ложим, освещение хорошее делаем, тротуарчики делаем, заборчики все убираем, вот этот квартал у нас хорошо стал. И здесь вот этот квартал сносим, 5-этажки строим, и вот здесь у нас город будет. Это все старое убираем, а у нас как бы сейчас в последнее время какое-то движение пошло в центре. И вот для этого средств не хватает. Вот реально вот для... Так алмазные деньги где? Их куча, говорит. Алмазные деньги год находятся только у главы района. Вот как глава района, как бы ни говорили, что это народные деньги, вот как глава района скажет, а у главы 19 поселений. Он сам туда ходит, и им как бы... И еще за счет этих финансовых средств у него тоже проблемы с бюджетом. У него тоже не хватает на образование, у него тоже не хватает на ремонт своих же школ, которые он ведает. А если школа в плохом состоянии, он же отвечает, получается, напрямую. И он свои дыры затыкает. А райсовет, представительный орган? Он обычно, как бы, там люди приходят, вот в Тюмени сидят, как бы, зарплату получают, да, а там приходят люди разных, там учителя, да. Учителя, у нас очень много учителей, как скажем, с образования есть, и много подведомственных организаций, которые подчиняются муниципалитету. Да. И невозможно там сказать, вот, например, я бюджетную заявку отдаю в конце года, на 90 миллионов рублей. Скажем, там дорога отремонтировать, это надо, мусоровозка наша ломается, мы старые за 300 тысяч купили в Мирном, да, остаточную стоимость нам просто отдали, потому что новые мы не можем купить. Вот мы это все отправляем, и мы ничего не получаем, абсолютно ноль. Мы в прошлом году получили 3 миллиона на ремонт Дома культуры. Вот.
и все. А то, что мы там хотим вот развить, то, что мы говорим, да, развивать, этого нет. Вот развития такого нет. И Минфин говорит, вот мы вам, у нас есть хорошая программа ППМИ. Шикарнейшая программа, прямо там рекламируют, чуть ли не ездит там в Буэнос-Айрес или куда-то там хвастается, что вот народ скидывается. А это такой, я скажу вам, Чуть было. да. Это такая программа, когда вот нас глав делают Собирателями народных денег. Нет, не собирателями, а попрошайками. Мы раньше попрошайничали только у Минфина, да, ходили. Дайте, на, или Минстрой, Еще у инвесторов теперь мы пошли уже, наше население, в магазинчику стучимся, вот у нас мы хотим построить мост в этом году. А если вы не скинетесь, тогда мы не можем участвовать. Дайте, пожалуйста, 100 тысяч, вот так дайте, пожалуйста. И вот они дают. Потом, главное еще эти организации, так еще население там есть такое. И мы теперь идем, людей собираем, давайте, скинемся по 500 рублей, давайте скинемся по 500 рублей. А таких программ 3. Вот у нас 3 было в прошлом году. Кладбище ремонтировать, мост через речку и ремонт клуба. По всем 3 мы ходили, вот эти 100 тысяч собирали. И теперь Минфин нам говорит, да, он сэкономил. Вот он правильно говорит, министр. Он сэкономил вот эти 100 тысяч, которых мы собрали, 100 тысяч от населения, еще мы 225 тысяч скидываемся. И вот это он рассказывает, что вот он, республиканский бюджет, он сэкономил. Вот с такой позиции только у нас министерство работает. Понимаете? Вот с такой позиции. Лишь бы вот там собрать и сделать. А то, что людей, вот как она говорит, 35 тысяч своей зарплаты, это еще нормально. Еще давать Да, это мы еще скидываемся, получается. Кроме этого, этих денег все равно не хватает. Они приходят и работают бесплатно. Вот у меня организация приехала, вот когда мост строили, сам по себе этот мост где-то стоит, наверное, если вот так взять, 6-7 миллионов. Вот так. А у нас по ППМИ 1 800 000. Мы купили только эту трубу большую за миллион. А все остальное дело, вот эти же предприятия, которые скидывались еще, они заснули своей соляркой. Методом народной стройки, акции. Они предоставили нам эти трактора, вот эти катали, все это делали. Александр, я правильно помню, что на сегодняшний день исполнительная власть на местах – это не власть? Это, как сказать, это командир субботников или там бригадир. Нет, это просто староста, наверное. Подождите, мы когда стали исполнительной властью, местное самоуправление? Муниципальная, так сказать. Нет, она исполнительная же власть. Нет, мы же отдельная ветвь власти. Давайте завершу свое мнение, вот то, что было. Вот про это мы говорим, что развития нет. А вот Михаил Ефимович как говорит, вот у вас 40 миллионов из 240 миллиардов республики, вот 40 миллионов отдается вот на жизнь людей. Вот то, что отдается, это на жизнь людей, это потому что наш бюджет это дороги, это вот наши полномочия 36, это вот дороги, это мусор, это, я не знаю, вот все, которые люди ежедневно живут, по светлым или улицам они ходят, или там у них по тротуару ли ходят, или у них вообще по красивой среде они ходят. Собаки. У собаки нет. Сейчас я прошу вас задать вопрос о собаках отдельно, там я хочу. Вот так хотим, развиваться. Вот за 25 лет столетию СССР и будет 25 лет города. И мне говорят, тот раз тоже, давайте мне скажите, а как вы видите в 22 году наш город? А как я вижу? Так же, как сейчас, плохо вижу. За 2 года. Хорошо, что мы в этом году еще парк сделали, вот за федеральные деньги. Это не республиканские деньги, это не районные деньги. Это мы сами участвовали с помощью, кстати, управления архитектуры, который вот самый хороший чиновник, я скажу, вот всех уровней власти, кого я уважаю и люблю, и который имеет право меня ругать, и за это я не буду отвечать, вот как сейчас Адам Глоров отвечал. Это один человек. Потому что ее уважаю, это Ирина Дмитриевна. Ирина Алексеева, главный архитектор. Она может мне позвонить и сказать: Саша, что за безобразие у тебя там творится, у тебя оранжевый дом, почему в центре города стоит один оранжевый дом, убери ее. Вот так она мне может сказать. Я говорю, да, Ирина Дмитриевна, спасибо, разберемся и начинаем вот так работать. Потому что она реально, обо нас думает, реально хочет поменять нашу среду, еще и помогает.
Но про нее в Якутске говорят, что только на показуху взяли, там стену покрасили, там чем-то намалевали. А коммуникации, вот, например, генплан города Якутска или, не знаю, вот эти вот какие-то, ну, как-то все там. И Не тогда у нее тоже перекосы бывают. Наверное, да, но я про Якутск сейчас не говорю. Я говорю о поселениях, которые она вот вошла, да? Вошла, куда она вошла, это реально сфера, ну, как наша жизнь меняется в светлую сторону и красивую Ну, сторону. разве там есть комплексный подход? Тут же стоят аварийные дома и красоту Так сквер нет, построили. она говорит, синхронизируйте, говорит. Вот там, где вы зашли, мы там дом покрасили, все поменяли, вот остановочку поменяли. Вот раньше, Да, оберка это фантик, а коммуникации, нет. какие-то улицы, дороги. Ой, а разрешите, может, не согласиться. Да. Ему нужно стремиться к чему. Просто я говорю подход к ее, вот к нам, отношения. Я про это говорю. А не как вот так. Программы нет, вас нет, все, денег нет, но вы держитесь, там, вот так. Ее подход. Подход то, что вы должны развиваться, говорит. Один единственный человек, как вы должны развиваться. Да, говорит, денег нету, но давайте мы хотя бы лучшее будущее нарисуем, какой мы видим, да, наш город, и пойдем туда. Вот почему я ее люблю и уважаю. А не то, что там коммуникация, это другое совсем. А таких министров, ну, скажем так, министерств, такой подхода пока нет, да. Но вот есть комплексность. Вот школу строим сегодня в Татарском районе, там, ну, так, через 10 лет здесь строим, ну, я понимаю, денег нет. Ну, вот так мы все республику, пока вот достроим, до нас дойдет, вот то, что построили в первую очередь, она устареет и вот по кругу пойдет. И потому Михаил Ефимович говорит, вот из 240 миллиардов хотя бы там добрая половина, да, вот в районах должна быть. Вот они сами должны вот строить, влаживаться и на развитие. Вот город должен быть городом. Я не знаю, 50-летним юбилей, наверное, превратится, но 25-летию уж точно мы деревянными домами в центре, вот этими вот перекошенными, да, вот этими пока живем. Вот так. Будь ты хоть 100 раз алмазной провинции. Да, хоть трижды, я не Хоть знаю. 300 да, раз. хоть 300. А вот по Арктике, вот эти все федеральные программы, политика федеральная, что у нас вот все идет на развитие Арктики, и у вас ситуация такая. Плюс вот эти нацпроекты, там, цифровизация, там, образование, вот это безопасные дороги. Миллиардами цифры, вот каждый день материалы, мы новости читаем, а где это все, эти Ну, суммы? видимо, это не та Арктика, не той Арктики вы читаете. Да? Потому что, да, мы тоже слышали о этих проектах, о том, что у нас пока что сработало. У нас население освободили от земельного налога, от транспортного налога, от налога на имущество физических лиц. Ну, то, что наши доходы составляют. Доходную часть бюджета. То есть они сократили. Тем же и вами отрезали. Ну, по сути, не отрезали, как бы. Ну, мы же понимаем, что наша земля никуда никому не нужна. И те земельные налоги, которые платят, да, возмещают, 900 рублей в год мне возместили. Да, 900 рублей, вот не тысяч, рублей. За год возместил Минфин, ну, республика, то есть, возместила. Это такие налоги и платились, это такие доходы, земельный налог. И имущество 900 рублей это за человека или... Ну, это, видимо, 3, а может 9 участков. Кадастровые стоимости низкие, земельный налог зависит от кадастровой оценки. Низкие, они никому не нужны, болотистые, как бы не перспективной местности, не перспективная вид разрешенного использования, под личное подсобное хозяйство, под ЛПХ. теплицу. Что мы будем, под ЛПХ миллионами налоги брать, что ли? Нет же. Конечно, нет. Там смешные 18 рублей, смешные же суммы за год. За все время, на 5 лет, мы бумаги больше израсходовали через аукцион, чтобы этот участок человеку отдать под его теплицей. Из советских времен вот у нас, почему проблема, вот, наверное, везде так по северах. Было градообразующее предприятие, которое строило себе, построило, самострой, без утвержденного проекта, без документов. Но на тот момент решались другие задачи. Решались задачи, что людей в этот мороз нужно засунуть любым путем в благоустроенные условия. То есть централизованное отопление, ставилась эта задача. Это, наверное, 70-е годы, что вот всех надо, чтобы никто с печку, потому что морозы, Арктика. С этой задачей 80-е вы справились. Но вот оно так и стоит. Вот как тогда сделали, без документов.
Я не могу сейчас как бы комментировать действия предыдущей администрации Усть-Куйги. Но я пришла к тому, что ни одного документа ни на один дом нет. Вот в чем дело. Поэтому ни в одну программу мы попасть не можем. Я бьюсь об это, как рыба. Ну, кроме того, что, конечно, я, да. А глава района у вас кто? Федоров Георгий Николаевич. Новый, да, глава? Почему Примерно нет? Когда избран? Нет. А? Когда избран, примерно? Ну, на второй срок до этого был. Он такой функционер давнейший. Я правильно понял, что слишком много говорим об Арктике, но пока кроме федеральных властей в Арктику никто не пришел? Но до нас не дошли. Вот что касается нацпроекта. Образование, возможно, да, там что-то. Мы надеемся, что здравоохранение к нам придет 20-21 год. 21-22, вернее, мы уже все подготовили, там утвердили под ФАП с врачебной амбулаторией, попали в эту программу. Усть-Куйга. Все лето там расчищали участок от всяких строений непонятного, чтобы уже поставить. Потом школа, я закрыла в этом году школу, в 2020 году школу закрыла как аварийную. Детей перевели в детский сад. Слава богу, детский сад типовой, каменный, единственное каменное здание, которое в свое время там расходы на него оптимизировали, там стеклопакеты поставили, утеплили, и то есть более-менее одно единственное здание, которое сносить не надо. И загнали туда всех детей. Но мы понимаем, что детский сад это немного не то. Там все 3 службы у нас собраны, теперь музыкальная школа, детский сад, и школа, собственно. То есть, если пандемии не было, как они бы, дети в садик выходили, параллельно учились бы? У нас всего сад у нас типовой на 320 детей, как раньше строили в советское время с размахом. А детей у нас 100, поэтому там вообще 100 это разных? Всех, да, всех. Поэтому И школьников, и садовских. Садовских 20 человек, 2 группы. Разделили их так условно, там совсем маленькие и такие, чуть-чуть подрощенные, так до школы не дошедшие. Их на 2 группы разделили, а второй этаж, там 3. Там по требованиям, по санпинам, маленькие. Это не ваши полномочия. Да. Нет, делил-то глава, но жители-то мои, и они же не главе района пойдут высказывать свои. Пока на той ситуации, какая у нас была в школе предыдущей, вот старой, конечно, это оптимальный вариант. И родители рады, что дети в тепле, потому что если брать 2020 год, у нас дети вообще не учились же. Да. Мы школу закрыли, не учились в плане каком. У меня вообще они не учились. Они из каникул не вышли, потому что холодно было, актированные дни. Потом Роспотребнадзор через суд приостановил деятельность школы в связи с несоблюдением температурного режима. А потом началась пандемия. И все, 2020 год выпал. А дистанционное обучение, быстро спрошу, пока в тему, Интернет. Качество Нет, как у вас? Это в смысле? Нет, интернета сох. Нет, в смысле интернета нет. Нет Имеется интернета. Дистанционное обучение детей не сложно. Родители так приходят с флешкой, положили ее на входе, такие стоят эти ящички по классам расписанные, да, каждый со своей флешкой, они их потом обработали, чтобы пандемия. Учителя-то находятся в школе, допустим, записали видеоуроки и так далее, какие-то штуки. На флешке. Мы пришли, забрали, ребенку отдали, домашнее задание принесли на флешке. Интернета нет у нас. Потому я говорю, я же в этих ни в чем не участвую, я ничего, это чисто случайно. Мне для того, чтобы в наш ВКС залететь, я отключила всю администрацию, чисто чтобы эти сколько там минут шло, наше большое это совещание, это совпало хорошо обеденный, всех отключила, прям физически выдернули кабеля из компьютеров, чтобы мне только это тык-мык-мык услышать, и там в конце заявиться, что я тоже... Я из вашего разговора понял, что надзорные органы решают свои задачи. Да.
А совместного решения так такового с вышестоящим, даже по школе. Перед тем, как закрывать школу, никто не думал, будут они учиться или не будут. Всем было накакать. Нет, ну школу условно закрывала я, потому что на моей земле это находится. Я понимаю. А заключение, это было совместно, это же были и Роспотребнадзор. Дело в том, что мы-то попали, вот это Якутия добрых дел, да, Якутия добрых дел. И в 17 году еще должна была начало строительство школы новой. Оно проект, ну, на сегодняшний день уже устарел, все с нуля надо. Наша песня хороша, начиная сначала. Хорошая школа на 120 мест. Ну, сейчас уже на сегодняшний день она нужна. Все уже было, там уже работали. Уже суммы до копеек я знала в 2017 году за окончанием строительства в 2019. На 26-й сейчас отодвинули. Не могу сказать с чем. Но говорят о том, что вы же начали, что все уедут, все. Возможно, вот, когда вы школу переводили, возможно, совместное решение проблемы поселения. Вот, надзорная власть, исполнительная, да, я имею в виду районная и республиканская, и муниципальное население. Если вместе соберутся, смогут решить. Ну, мы же совместным ее закрыли. Роспотребнадзор, прокуратура, Божнадзор. То есть, когда надо, работать. Да, не, ну межведомственная комиссия, куда ты ее денешь? Работает. Божнадзор. Когда закрыть, конечно, работаем. Когда сохранить, не работаем. Не можем. Лебедь, рак и щука. А когда закрыть, мы все в одном направлении. Особенно надзорные органы. Понятно. То есть у нас нет вот созидания, да? По надзорным еще скажу, да, там когда-то было то ли постановление, то ли умный чиновник однажды сказал, что вот нельзя, не надо глав штрафовать, ну, вообще муниципальное образование. Потому что вот когда приходит пожарный надзор, да, приходят вот эти надзоры, они говорят, ГИБДД приходит и говорит, у вас асфальт, например, нету краски, или же там нет этого знака, нет того знака. Ну, обычно ГИБДД приходит в январе или декабре, когда уже все замерзло, и да, говорит, вот завтра сделайте вот эти знаки, да. И кто-то умный сказал, что, ребята, их не штрафуйте, потому что они свои полномочия не могут сделать, потому что у них реально денег нет. Когда денег нет, вы можете в любой суд пойти и сказать, вот мои депутаты, я им предлагал вот сделать, вот заложить на это деньги, да, а они сказали, денег туда не хватает, лучше на социалку, да, отправим. Вот если глава так сделал, его нельзя штрафовать, потому что не от него зависит, да, вот это все решение, то, что вот в этом году, скажем, вот этой полосы нету, или же было пожарного резервуара нету по новому закону, где каждые 100 метров должно быть этот резервуар дурацкий, да. Вот новый закон по нормативу его нельзя штрафовать. А что у нас получается, например? Получилось так, что вот мы хотели, ГИБДД, например, в прошлом году пришел и на 300 тысяч нас штрафовал, наша организация, из-за того, что вот разметок нет, скажем. А эти 300 тысяч мы могли бы, ну, купить... На вот разметку потратить. Не на разметку, а эти, скажем, хотели эти же знаки купить. Вот с таким подходом, вот, очень, когда я приступил работать главой Жархана, там был, не знаю, как его министра, МЧС был такой, после Шойгу сидел, он сказал своим подчиненным, ни в коем случае не штрафуйте, ни в коем случае не штрафуйте муниципальное образование, он сказал. Вы должны совместная деятельность, совместно работать, да, и план действий сделать, хотя на 5 лет, на 10 лет, да, вот, и вот насчет этого, вот, когда вот примете согласованное учреждение, вот по нему идите, говорит, а не так, вот, закон открыли, пункт какой-то. А если вот так взять, мы всегда виноватым будем. Мы как проснулись с утра и будем виноваты, потому что никакой соответствия наша деревня или наш город ну, никак не соответствует по написанным, да, по стандартам, как должен быть город или как они видят, да, каждое ведомство свое, там полностью в резервуарах, полностью размечены, полностью там, не знаю, доступной средой, там, чтобы это было. Ну, для этого все время нужны средства. А штрафовать, ну, штрафуйте. Когда приходишь штрафовать, меня спрашивают просто, тебя или администрацию? Я говорю, меня. Потому что штраф меня 20 тысяч. Да, администрация 200. Администрация 300 тысяч. Я говорю, нет, меня. Вот у меня зарплата, я еще от зарплаты, я плачу там. У меня один месяц выходило 3 суда, и я заплатил свои зарплаты где-то 27 тысяч, по-моему. И вот, ну, ты обязан платить. Если ты не платишь, у тебя счет сразу закрывается, и быстренько деньги ушли автоматом. Так что мы всегда говорим, они еще спрашивают, тебя или администрацию? Ну, меня. Хоть спрашивают. Да, хоть спрашивают. Нет. Но последний раз не спросили, потому деньги ушли, мы ругались очень сильно.
просто интересует вопрос. На сегодня бюджет вашего поселения – это выживание или жить? Нет, это выживание. Даже, ну, это чистое выживание. Это зарплата, налоги. И у меня по общему итогу не остается даже 2 миллиона. Не остается для того, чтобы делать. А что хотят жители? Они хотят жить? Жители хотят... И они хотят, все требуют у них, потому да, что они все хотят обещают. Жить Единая нормально, Россия. жить. Да, я правильно понимаю? Все обещают, а требуют углов. Я Да. вот так понимаю, правильно? Все Ну, Ну, как обещают. это слово «нормально жить», что это означает на вашем языке? Нормально жить, это я вот, допустим, вижу для граждан, это экономическое благосостояние. Не так, как мы, допустим, ну, ниже среднего уровня, что у некоторых зарплаты нам приходится из своего бюджета, который нам дают, догонять, доплачивать. Ну, допустим, уборщицы мы догоняем, дотягиваем до вот этого МРОТа. Вот у нас сейчас в районе с 1 января 35 818. Это минимальная заработная плата, которую должен платить работодатель. Это сразу, да, перекликаемся. А кто И у сказал, муниципальных да, служащих, то она ровно такая же, товарищи. Тот, кто моет полы, и тот, кто решает там, допустим, главного-то нет, чуть побольше. Ведущий специалист, у них одинаковая зарплата. У санитарки в больнице одинаковая зарплата с моим ведущим специалистом, который там живет. Которых у нас же те 4 человека, которые руководят, которые помогают мне. То еще у них высшее образование. Конечно, обязательно. 70 У них тысяч, кто сказал на днях заработная плата нет у нас- средняя в республике? Данилова же? Я могу сказать, что 70 Данилова. тысяч у меня даже заместитель не получает. Министр А как вы экономики. тогда живете за 35 тысяч? Как можно? У вас Вот же так. в магазине. Да, 300 рублей картошка, килограмм. У вас бензин. 70 рублей литр, 71. А как это? Действительно. Как Ну вот можно так жить? живем. Поэтому мы и поднимаем эти вопросы. Не потому, что я такая меркантильная и дайте мне тигра мяса не докладывают. А потому что, извините, я вот сегодня, сейчас у меня дембельский аккорд. Могу, что хочешь говорить, да? Подходит к окончанию мой срок, что хочу, то говорю. А там выберут, не выберут, да? Вопрос. И вот когда дембельский аккорд, мы можем все что угодно там. Как жить? Вот вы вот сейчас задались вопросом, я тоже постоянно. Как моему специалисту, конечно, я стараюсь, но законными способами не получается. Все, что хотим, эту экономию фонд даем премии. Оптимизируйте. Что оптимизировать? Зарплату оптимизировать? Куда? Чтобы они получали ниже, чем... Для чего? У меня в 2020 году 2 человека муниципальных служащих ушло. Одна ушла уборщицей на нефтебазу, и вторая туда же вахтером. Вахтером получает больше, чем главный специалист. Сутки через трое работает. Никакой, ответственность у вахтера своя, конечно, там, не знаю, емкости эти проверить и так далее. По территории, никого не запускать на территорию. Но это вахтер, да, вот сидим, журнал заполнили. А здесь нужно торги навела. Суеты нету, так скажем, да? Есть четко поставленная задача и журнал выполняешь. заполнен. А здесь многозадачность и зарплата. Мы можем работать, мы все многостаночники. Мы можем так работать. Оплата должна быть достойна. Все, времена, когда денег не надо работу давать, закончились. То есть на Наконец-то. руки они сегодня сколько получают? 35 800. Нет, это начисление. 35 818 это начисление. На руки, 33 может быть. Да не, меньше. 3, где-то вот, я, конечно, утрирую, не 35, 36 в начислениях, 33 на руки получить. Вот 600 человек, да, отток населения будет. Если эти 600 уедут, то Усть-Куйга исчезнет. Нет. Усть-Куйга же транспортный узел, мы остановились в том количестве населения, которое... У меня же все практически работают, у меня безработных. Раз-два я обчелся, и они такие безработные, что они никому не нужны. Алкоголизм. Низкая социальная, так скажем, с низкой социальной позицией. Дворниками могут еще работать. Где? Дворников нет как таковой у меня. Они не идут, они же гордые. Да, вот у нас как это, ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Из этой серии. Столько проблем, да? Как решить? Как вы считаете?
это может только решить съезд или как? Но съезд как высшая сила муниципалитетов, конечно, определенные проблемы решит. так. Это не то, что съезд ничего не решает, а тот его формат, в котором мы собираемся, ничего не решает. да, вот. Формат нужно менять. Съезд нужен, но не в том формате, где мы сидим разморенные целый день. Это очень трудно. Вот форматы, вот чуть-чуть попытались поменять площадки съездов. В прошлый, да, по-моему? Чуть-чуть. Мы в другое время. Уже закончились эти времена ранешние, коммунистические, когда все сидели, да, ура. Спасибо там товарищу Брежневу за наше счастливое детство. Это времена ушли, канули в лету. Нужно менять. Везде все меняется, кроме у нас. Съезд в том виде, в котором он нам не нужен. В котором все сидят, молчат, боятся сказать, где районы заранее рассаживают по... Вот я его никогда не видел, а он давно уже глава. И я, в принципе, 5-й год уже работаю, и он меня тоже не видел. А мы были на каждом съезде. И есть эффективность от этой работы? Нет. Вот меня спрашиваете, чего мы добились, вот вообще вот этим собрались, инициативную группу собрали, мы что-нибудь вообще добились или нет? Мы однозначно говорим, что добились. Что мы добились? Добились то, что мы вообще сели, об этом поговорили с высшим органом власти, да, во-первых, озвучили наши позиции, и принято по ним, не принято решение, это еще второй вопрос. Мы добьемся, чтобы оно было принято, и чтобы она вообще нигде, ни в кулуарах или где-нибудь там в папках не запылилась. И мы затронули всего лишь 3 вопроса. 3 вопроса, которые вообще, один из них самый главный, это бюджет. Но помимо этого, организация работы, как мы вообще должны работать, да, куда мы идти, куда вообще идет муниципалитет, вот, Российской Федерации, это понятно, вот, республики. Вообще мы хотели, этот закон, 131 ФЗ, мы взяли и украли у Германии. Вот взяли, вот так, переписали, Германии зачеркнули, Российской Федерации написали и приняли. И потом каждый год изменений в уставе было. Каждый год несколько уставов. Мы каждый год несколько раз меняли устав, штрафовали опять же, и уставы меняли. Переводили в нашу действительность вот этот закон. Да, это было живое, да, это было хорошо, это было движение. Потом резко сейчас такая тенденция пошла, что муниципалитеты как бы в таком формате, как сейчас работают, они вроде как уже мешаем или что, или не работаем, другого подхода, как бы понятия я не вижу, да? Мы отошли от этого в 2005 году, когда приняли муниципалитет, то, что муниципалитет это такой орган власти отдельный, раньше были государственные же власти все. Потом отделили и, как бы сказать, государственная власть это вот здесь, она решает глобальные вопросы, а муниципалитет это другая власть, которая никому не подчиняется, только людям подчиняется, и вот решать их, изнутри их проблемы. И мы обязаны их полномочия их должны прикрывать средствами, да, чтобы они все полномочия, которые нам передали, а у них были средства. Все так началось, все было хорошо, нам это озвучили, мы дойдем к светлой будущей Германии. А сейчас все так обезображено стало, что все это забилось, то, что опять заговорили, что должна быть единая. Да, вот, единая государственная власть. Как бы их не называйте, публичная власть или там. Это единая власть, которая идет к вертикали. Значит, там сказали, здесь дошло. Здесь отпадает человек, вот, интерес человека отпадает. Интерес авторитета, да? А человека нет. Вот то, что сейчас идем, а мы сейчас говорим, что люди, когда видят главу, вот она правильно говорит, когда главу видит, он видит нам власть всю. Вот, начиная от Верховного президента Российской Федерации Ильдархана, вот к нам приходит и говорит нам, почему у нас пенсии уменьшаются, да? Почему у нас все в жизни плохо. Она никогда не пойдет, или никогда не пойдет Ильдархану. Или куда-нибудь. Народный депутат увидит 2 раза в год, например, и выскажется, такой позиции. А мы как бы представляем власть. И в нашем лице они или ругают, или же благодарят. Да? А то, что, как я считаю себя, я власть или же все-таки представитель народа, я больше склоняюсь ко второму, потому что все-таки нас избрали, 10 человек собрались, одного выбрали, вот теперь ты нас представляешь, у тебя есть полномочия, эти полномочия тебе деньги, светлые финансовые средства дают, теперь работай. Я себя считаю представителем народа, ежели какой-то такой власти большой. А если сейчас публичная власть будет, все, как бы я буду не его слушать, я скажу, есть закон, все, я по нему и работаю.
Вот как сейчас все надзорные органы, как исполнительная власть работает, вот так же и будут действовать. Это одно. Нам так и говорят наши вышестоящие органы, что мы плачемся все время. Вы идите работайте, а не плачетесь. А мы не плачемся. Мы хотим обсуждать и хотим прийти к решению. Самое плохое, когда ты пытаешься что-то делать, и ты знаешь, как это изменить к лучшему, а тебя не слушают и говорят, просто иди работай. Ну, денег нет, но ты держись, да, вот в таком виде. А вот спросили, вообще, чего добились? Мы добились, что нас услышали. Второе, что мы сейчас будем делать, мы будем все-таки наставить, чтобы был съезд. Вот, да, правильно говорят, в таком формате, как в прошлый раз было, но до этого было более-менее нормально. Когда мы вставали, Ильдархан сидел напротив, и мы хотя бы острые вопросы задавали. Почему у нас так, почему так, почему так. А сейчас вот такого нет, мы как бы просто сидели, вот карточкой поднимали, так поспали, к обед приближается, самое главное, выбирать надо председателя, надо, смотрю, там все уходят, ну, как бы неинтересно. И долго, муторно, заготовленные речи говорят. Такого не должно быть. Сперва должны быть, я считаю, вот в кругах обсуждения проблем, да, вот, которые мы вставляем, и там должны присутствовать те люди, которые вообще касаются этого. Эти же ветеринары пусть будут, эти же, не знаю, там министерства, которые финансируют, будут, и будем сидеть, и какое-то решение принимаем там. И с этим решением мы должны уже законодателями идти, и чтобы было что-то, и финансово закреплено в этом отношении. Этих направлений очень много. Благоустройство, там, города и села, хорошее же название, да, там, благоустройство, поселение там будет. Но, опять же, там, заложили там сколько-то, вот такой миллион, что не все попадут, во-первых. Во-вторых, если попадут, то ничего не поменяют. И вот почему съезд, он обязательно, это высший орган власти муниципальных образований. Пока мы еще работаем по 131 ФЗ, пока мы еще главы, пока мы еще избираемся, у нас есть права, и мы отдельная структура власти в нашей республике, нашей России. Так что мы имеем право вот этот съезд проводить и принимать решения, которые должны быть услышаны, не то что услышаны, они должны быть приняты исполнительной властью республики. И даже решения, которые будут направлены вышестоящей России, чтобы они тоже учитывали этот интерес. А самое, еще раз говорю, съезд муниципальных образований – это высший орган нашей власти. Как бы мы в деревне самое главное, а самое главное наше – это съезд. Вот почему сейчас мы соберемся и будем собирать сейчас все проблемные вопросы и не будем ждать, какие они вопросы поставят. Да, вот будем вот так. Нет, мы будем ставить вопросы, которые нам важны и которые нас интересуют. В предыдущих мы говорили о коррупции, которые нас учили все время, приходила исполнительная власть, учила в нашем съезде, как нам надо жить. Нет, теперь мы должны говорить, как мы хотим жить, как люди хотят жить, и в этом съезде мы должны будем ставить так вопросы. И будем устав, думаю, будем менять по своему усмотрению, а не как они хотят. Ежегодно съезд должен проходить. Мы нацелены на то, чтобы там поднимать такие вопросы, которые нас уже касаются именно.